Токсичные русские будут вам говорить, что ваш удел как мигранта, без лицензии, без всего, $15 в час. Почему я в корне с этим не согласен и сколько на самом деле можно зарабатывать, грубо говоря, разнорабочим, непрофессиональным трудом, об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. А сейчас давайте начнем по порядку. Те, кто смотрели предыдущие видео, те уже знают Пашу, с которым я вас познакомил. И сейчас мы плавно перетекаем к тому месту работы, на котором я в совокупности провел, конечно, не год, но, грубо говоря, на год работой это место меня обеспечило. Не полноценной, конечно, работой, но стабильно я туда ездил и получал определенные заказы. Значит, дело было так, если в двух словах. Паша меня туда направил, посоветовал, можно так сказать, меня туда работать. И вот что из этого вышло. Вот как выглядела эта работа. Будем пробовать гладить лошадку. Видите, инструмент, специальная машина. Нашел один конец. Задача на сегодня. С такими видами. Теперь работа пойдет. Надеюсь, вы знаете, вот такие реднеки. А вам что, здесь можно жечь костры? Участок стоит на краю диких земель. Wildland. Ну, формально это чья-то private property, приватная, частная собственность, как сказали мне. Но здесь, вообще никого нет, кроме диких бэмби, оленей. И там народ на лошадках скачет, собственно. Отсюда они выскакивают, ездят, катаются. Но, в общем, вроде как и Wildland за этим забором, но и перегорожено, туда ездить нельзя. То есть вроде чья-то собственность, но без домов, как мне сказали. Вот на краю этих диких земель и находится небольшое закрытое комьюнити, в котором несколько, не знаю, домов 10-12, наверное, всего. В закрытом комьюнити 10-12 частных домов с достаточно крупной территорией, то есть дом владельцев этой земли вообще вон только там, наверху холма. И это все их территория. Вот мы здесь, по сути, как хэндимены делаем всякую работу. В кругу семьи я это место называю ранчо. По ощущениям даже немножко похоже, как будто я герой сериала Йеллоустоун с Кевином Костнером. Только типа такие пилотные пробные серии. Ничего. Прикольно, работаем. Одной из задач было скреплять две шпалы друг с другом, пробивая их насквозь таким стальным прутом. Это оказалось очень тяжело. Работенки на самом деле очень много. Очень. И во всем этом мне помогает мексиканец, юный паренек по имени Берт. Ну, точнее, я ему помогаю, потому что назначен как бы к нему хелпером, и я ж пока мало чего умею, еще и не разбираюсь в терминологии, английский слабенький, так что он меня еще и учит английскому, как называются инструменты, материалы, с которыми работаем. Вот сейчас мы, например, прокладываем трубу, в которой будет электрический кабель прокладываться. Сейчас была очень интересная ситуация, связанная с менталитетом, восприятием каких-то вещей. Я не могу с вами не поделиться ей. Давайте обсудим этот момент. Видите? Инструмент, furniture, мебель. Да? Смотрите. Это все мы сейчас выносим из одной комнаты. Комната, в которой хранится инструмент. Мы выносим инструмент из комнаты, чтобы освободить ее, чтобы прикручивать вот эти шкафчики к стенкам. И смотрите. Мебель, когда привезли на грузовике, мебель поставили у входа в комнату. Входить в комнату и тем более выносить из нее инструмент неудобно. То есть приходится там лавировать между мебелью, там змейкой проходить вокруг и перетаскивать инструмент сюда. То есть, по сути, просто надо выйти напротив, да? Я говорю, давай подвинем мебель, освободим себе выход и будем просто переносить вот через коридорчик, без вот этих зигзагов. И, внимание, мне сказали, что нет, ее нельзя двигать. Я спросил, почему? Нам же неудобно ходить. И, внимание, потому что двигать ее должны те, кто ее принесли. Это контрактор главный. Потому что, когда мы будем двигать, мы можем сделать ей small damage, немножко ее там поцарапать, и нам придется за это платить. Я говорю, вот две полки лежат, они обернуты в картон. Давай просто их аккуратно вдвоем поднимем. Нет. Он мне сказал, I scared.
Я боюсь. Я не говорю, что это плохо, это просто для российского человека это непостижимо в смысле, типа, ну, мы же можем их подвинуть, не повредив их, аккуратно вдвоем взять, это малюсенько, эй, лошадки, тихо. Тут лошадки кушают, друзья, сори за посторонние звуки. То есть для меня непостижимо, что это нельзя подвинуть. Ну, вот так. То есть нужен третий человек, который за это ответственный, чтобы он двигал. Окей. Интересно. Здесь очень многое строилось на доверии, поэтому хоть у меня и была часовая оплата, но я спокойно мог обедать, перекур делать, когда мне заблагорассудится. А перекусы мне с собой делает любимая Полиночка. Беру вот такой ланчбокс. Ланчбокс такой купил, кстати, в Marshalls за 5 баксов или 6. Салат с креветочками и яблоко. Вон тут вилочка отдельно, в нем отсек для вилочки с ложечкой. Так что сейчас буду делать ням-ням, небольшой перекус. Война войной, как говорится, а обед в полдень по расписанию. А вот это, друзья, немножко сложнее. Это похоже на песок, на sand. Вы же учите, да, английский вместе со мной. Но это decomposed granite. Из вот этих камней делается в большой машине decomposed granite. Как гранит, только гранит. 4-й или 5-й день работы. Мне дали задание найти второй конец пайпа. Значит, пайп. В данном случае это металлическая труба для стока воды. Вот один конец мы нашли, я обкопал, и мне сказали, ищи второй конец. Дали одну наметку, здесь выкопали небольшую ямку. Начинались мои археологические раскопки с небольшой ямки здесь. И сказали, копай вокруг этой ямки и ищи конец пайпа. Я тут провел прямо реально целое изыскание и нигде его не нашел. Поэтому я решил пойти более сложным путем, но, как мне показалось, правильным, потому что все уехали и сказали, ищи, просто ищи. И я выбрал свой путь. Я делаю маленькие вот такие ямки, пока не нахожу его, и прочерчиваю типа такой полоски, где он должен быть. Ну, пока что получается. Надеюсь, мне не дадут за то, что я тут все раскопал. А как еще? Это мои раскопки, которые не привели ни к чему. Это новые маленькие ямки. Очень интересно, конечно, будет ли кому-то интересно смотреть про то, как зарабатываются деньги в Америке. Потому что сейчас мне кажется, что я снимаю какую-то фигню. Хотя у одного из моих кумиров было такое видео на эту тему, что про то, как работается в Америке, люди смотрят больше, чем про путешествия и про какую-то жизнь в Америке. Вот посмотрим. Друзья, пишите в комментариях, пожалуйста, фидбэк мне дайте, друзья, дайте фидбэк. А еще я купил AirPods и буквально, себе на день рождения сам подарил. Ну, один, потому что второй... Почему я в одном AirPods новом? Это AirPods Pro Second Generation. Самые последние. Стоили $200. Плюс налог 17 или 18. Ну, сами по себе 199,99. И скажу я вам, что с этой суммой проще расставаться, чем... Ну, я помню, в России они стоили что-то типа 15 тысяч рублей. Так вот, с $200 долларов проще расстаться мне, по крайней мере, психологически, чем с 15 тысячами рублей в России. Ну, да ладно. Офигенно. Почему я в одном? Потому что с двумя такое нереальное, шумоподавление, или как это называется, я уже старик, даже не знаю, как это называется. Это просто реально магия Apple, когда ты два наушника надеваешь, вокруг все становится бесшумное, тихо, и даже свой голос слышно еле-еле, как будто ты в студии звукозаписи заглушенной. Очень круто сделали. Поэтому я в одном, чтобы слышать, что вокруг происходит, и когда меня зовут и что-то говорят. А это только посмотрите-ка, доставка бытовой техники.
У них к грузовичку приделан такой небольшой лифт, ну, площадка, поднимающаяся и опускающаяся. У них все жестко там с тележками, то есть они на себе ничего не таскают. Это чисто американская грузчиковая тема. Ну, хочется сказать, что с заботой о грузчиках, но, возможно, они там сами себе это что-то покупают. Короче, они на тележке коробку поднимают, ставят ее на этот лифт и везут на тележках в дом. Все, изи работенка. Мой метод привел к результатам. Я нашел конец этого пайпа благодаря своим точечным проходкам. А мне показали совсем неправильное место. Место, где начиналось, где мне показали продолжать копать, и когда я сказал, что его нигде нет, мне сказали просто продолжать копать. Но я не стал просто продолжать копать. Я пошел своим путем, и вот посмотрите, какая большая разница. То есть вот он где оказался и вообще где закончился. То есть он должен был быть по всей логике вот около забора. Но вы сами видите, как далеко он был. Так что русская смекалочка еще работает. Надеюсь, все хорошо будет. Надеюсь, мне не скажут ничего такого, что ты перекопал. Главное ведь результат. Задача выполнена. Поставленная задача выполнена. Так пополняют газ в американских домах. Там стоит баллон большой с газом. И вот приехала машина, заправляет его. Интересненько, прикольно. То есть они с маленькими баллонами не ездят сами на заправке. Интересно, пока об этом толком ничего не знаю. Впервые такое увидел. Интересно. Фух, сегодня я наконец-то закончил эти траншеи с двумя металлическими пайпами, трубами, если по-русски это говорить. Фух, было непросто. Работать киркой, как это, оказывается, на русском называется инструмент. Ух, посмотрим сейчас, какую работенку дальше дадут. Так здесь выглядит электрика, если кому-то интересно. Все металлическое. Воу, какое крепкое. Наверное, в этом здесь ничего такого необычного и нет. Честно, я в этом не разбираюсь. Просто увидел комнату, которая, грубо говоря, еще не собрана, отделкой не закрыта, не зафиниширована. Увидел какие-то инструменты электрика и просто решил вам показать. Возможно, это видео смотрит кто-то, кто шарит, и сейчас посмотрит и что-то интересное для себя увидит или скажет: «Ха! Ерунда! Чепуха!» Ну, как знать, короче, просто показал вам. А вот это уже явно будет поинтереснее. Это пикапчик у контрактора. Кто такой контрактор? По сути, здесь есть самый высокооплачиваемый из нас работников человек. Это дядька с лайсенсом, у которого есть какой-то проект на все эти работы, которые ему заказаны американцами, владельцами этого ранчо, дома. И у него основной весь инструмент, он привозит его, то есть под какую задачу конкретно, что нужно. И когда работа предоставляется нам, он говорит, что делать, как делать, там какой-то инструмент дает, когда где-то надо вызвать электрика, он вызывает электрика, что-то иногда делает сам. Короче, контрактор в таких делах это самый такой важный человек. Это, грубо говоря, как прораб, с которого, если что, весь спрос. Ну, по крайней мере, здесь это так работает. Кстати, друзья, дайте, пожалуйста, фидбэк, что вам вообще еще показывать в будущих видеороликах, чему их посвящать, на чем подробнее останавливаться, что поменьше. Ну, то есть вообще, реально, пишите, что интересно. О чем рассказывать подробнее, о чем тоже рассказывать, но менее подробно. Я прислушиваюсь к вашим мнениям, потому что делаю-то я ролики для вас, ну и немного для семейного архива, для самого себя, чтобы потом детям что-то было показать. Друзья, смотрите, что ваши дети, смотрите, что ваши родители, какой путь проделали, чем занимались, какой фигней. Друзья, я на связи с вами. Пошел продолжать работать. Привет, ребята! Вот мы и встретились в январе. Первое январское дело на этой же мини-ферме ранчо, только не там, где кони, а уже у дома. Задача на сегодня, 6 января. Снять гирлянду, которая протянута вдоль всего фасада дома. Такая работенка. Работаем. Привет, друзья! С вами Джонни Кэтсвилл, и сейчас мы будем пробовать гладить лошадку. Эй! Вот, глажу американскую лошадку. Привет! Привет! Ой, лошадки, это так мило.
Ну? Ой, Паша, спасибо тебе большое, что посоветовал меня на это раньше и мне дал контакты. И лошадка тоже говорит спасибо. Лошадкам нравится калина. А еще лошадкам нравится кушать травку. Но, чтобы она росла, ее нужно сначала посеять. Этим я и буду сегодня заниматься. А в этом мне поможет... Сеятель 3000! Лучшая покупка для владельцев лошадок и больших территорий, которые надо засеять. Общество с ограниченной ответственностью, колхозные технологии. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Вся актуальная информация по ссылкам в описании под видео, рекламного контракта. Идем. Внутри семена травы. Снизу штука крутится, рассыпает их. Смотрим на коняшек и стараемся не наступить в какашки вот в такие. О, Господи, спасибо тебе за то, что навел меня на такую работу. Спасибо, Паша. Паша, спасибо большое. Работенка хоть и тяжелая, но с медитативными красками, благодаря тому, что работаешь среди такой красоты, которая тебя окружает. Так, меня окружают. Они почему-то ко мне подходят и палят меня. Что? Воу, что? Тихо, тихо, тихо. Ребята, я всего лишь рассыпаю зерна. Семена травы. Ребята, спокуха. Я всего лишь хелпер, я всего лишь рассыпаю здесь семена травы. Интересно. У меня шел второй день выдалбливания траншеи в скалистой Калифорнии. И сегодня я чуть-чуть потерпел неудачу. Я купил вот этот, по сути, перфоратор. Думал, что он справится, потому что видел, как предыдущую траншею мы с ребятами здесь же копали. У них был Milwaukee перфоратор. И вот я купил такую насадку. Думал, что отобью ее, ну, типа, как арендой по $40, типа, в день буду брать за эту работу и потихоньку сделаю. Но до 40 минут батарейка села. С самыми крупными скалами, вот с этими, перфоратор не справляется, к сожалению. Ну, то есть очень медленно батарейка садится, а результативность медленно. И было принято стратегическое решение все-таки не тянуть время ради денег, так как почасовая здесь оплата, все-таки сказать обо всем, что происходит. И вот владелец ранчо поехал брать в аренду большой перфоратор, не знаю, как это правильно называется, Power Hammer большой от генератора, который будет запитываться. Не знаю, получится ли попросить $40 как за аренду вот этой штуки и $30 за насадку, за биту. И, возможно, его сегодня сдам, как бы окупив хотя бы вот время, которое потратил на езденье по магазинам за этим. Не знаю, но если не получится, в крайнем случае, окей, оставлю это себе. Частично план прогорел. Поделился. Эти практически не берет. Вот эти более-менее крошит. Но с этими проблема. Получается, совесть взяла свое. Совесть не позволила тянуть время, несколько дней делать эту работу, подзаряжая батарейку, зарабатывая тихонько за часы. Ну окей, я думаю, это к лучшему. Надо быть честным. Мне привезли большущую мотыгу и генератор. Вот теперь работа пойдет. Но на самом деле я уже поработал часа полтора. Это капец, это очень тяжело. Греют душу, конечно, $30 в час, но это очень хорошо. И смотрите прикол. К своему перфораторику я купил сначала вот такую штуку. По ошибке, она очень толстая. Вот мой перфораторик. И пришлось перепокупать более тонкую. Но, как я уже говорил выше, все это было увенчано неуспехом, потому что батарейка садится, работа непродуктивная, камни очень толстые. И вот в итоге привезли взятый в аренду Bosch Hammer. И, значит, к нему в комплекте шла вот такая бита. Ей очень неудобно долбать скалы. Я поделал час, тупанул, а потом понял, так вот, под Bosch Hammer у меня куплена по ошибке эта штука, которую я еще не сдал. Ох, интересно, конечно, получится ли выпросить деньги за все, вот за это дерьмо, за все эти штуки. Но сейчас работа идет. Вон у меня траншея еще какая. Фух, работа продвигается. И вот я прорыл тоннельчик к той трубе. Остается еще расширять и углублять, но работа движется. Сегодня я работаю по соседству с ранчо. Сегодня я наконец-то
Почему вы нас не хейтите, иммигрантов, и еще и даете, ну, недешево оплачиваемую работу? Как вы нас терпите, потому что у вас здесь большие налоги из-за нас? Вот это все, и мне наконец-то ответили. Вслушайтесь. Because we want to help you. Не конкретно мне. Я думаю, вы поняли. Задача сегодня поставлена чистить тропу от дерева упало на тропу после шторма. А по этой тропе они катаются на лошадях. Ну, это такие американцы, то есть уже как бы все понятно, да? Помогаю срезать ветки, очищать тропу. Трейл. Такие дела. Блин, здесь бегает такой жирный кролик. Просто, monster rabbit. Сейчас бы у меня, конечно, большой длинный объектив, чтоб я его так, щелк. Сегодня задача еще более интересная. Пропалываю, чищу от сорняков грядки. Их здесь 4 штуки. Я не понимаю, неужели какие-нибудь мексиканцы не дешевле? Зачем это поручать мне за $30 в час? Я понимаю, что начиналось это с таких там всяких тяжелых работ, как копание траншеи. Вчера вот я целый день, и перед этим 2 недели назад, 1,5 недели назад я тоже целый день большим триммером косил всю эту территорию. Нет, вы меня не поймите неправильно. С такими видами я, конечно, рад это делать, но я просто не понимаю, зачем. Смотрите, вот эту маленькую полосочку я делаю уже типа 20 с копейкой минут. Я такой подумал, может, я что-то неправильно понял. Это же очень долго, учитывая, что грядки 4, я это буду делать типа весь день. Ну, типа там 8-часовой рабочий день. Я переспросил, и они сказали, да, ты все правильно понял. It's correct. Я такой, это же долго. Они сказали, да, это долгая работа, поэтому ты нам нужен на несколько дней. Вот так я превращаюсь в садовника. А еще интересная мыслишка вот какая. В России на огороде с бабушками и дома, когда появился частный дом, я всеми силами избегал подобных работ. И, конечно, чуть-чуть сейчас мне немного совестно то, что мне платят такие деньги, но я не специалист в этом. И вот мыслишка в том, что было бы прикольно, если бы я в России уделял этому внимание и научился. Хотя, интересно, если бы мне тогда сказали, вот, сынок, внучок, помогай полоть грядки, тебе это в жизни пригодится. Я такой, как это мне пригодится? Это полное дерьмо. Я хочу быть барабанщиком. И они бы такие сказали, вот в Америку попадешь в 30 лет, и твой опыт очистки земли от сорняков будет полезен. Поверил бы я. Или покрутил бы пальцем у виска, взял велосипед и пошел кататься. Хороший вопрос. Кстати, вчера на этой работе я схуднул на 1 килограмм. 64,2 весил. Отъелся, отпился, и сегодня утром вешу 65,2. Кстати, интересно, сколько буду весить вечером. Приду отсюда с работы и взвешусь. Интересно. Утром я выезжал сюда 65,2. Вчера было после работы 64,2. Пить тут хочется, конечно, очень много. Токсичные русские будут вам говорить, что ваш удел как мигранта, без лицензии, без всего, $15 в час. Они будут аргументировать тем, что я здесь живу 20-30 лет, и я знаю порядок цен, и вообще вот это все. Что тут сказать? Главное, не вбивайте себе это в голову, не делайте это себе как печальную установку, потому что вот я работаю сейчас, собираю траву, то есть я ее сначала покосил, сейчас с такой тележкой и граблями собираю ее. $30 в час. Да, это далеко от Сакрамента, от центра Сакрамента. Я сюда езжу 50 минут на подработку, когда зовут. Но, приезжаю я на 8 часов и нормально. Да, сейчас конец апреля. Днем очень жарко, вот время 11:30. И уже становится невозможно работать, поэтому работаю с 8 утра до 3 примерно, до 4. В идеале бы, конечно, работать как американцы с 6 утра, чтобы в обед уже уезжать от жары и нежиться где-нибудь в водичке, но нет, так рано я не могу встать, чтобы сюда к 6 утра приехать. В общем, вот, друзья, главный посыл к этому видео, с которым я это сейчас объединю, такой, да, я его озвучил. Я не к тому, что отказывайтесь от работ поначалу за $15 в час. Поначалу не надо отказываться ни от каких работ. Ну, знайте себе цену, что ли. Знайте, на что можно рассчитывать, на что можно претендовать. И тех, кто вам будет говорить, что
нифига там типа работай за $15 в час полжизни, знайте, что их надо слушать в полуха. Значит, какая погода в августе? Август — это достаточно жаркий месяц здесь, как оказалось, очень тяжело. Потому что солнце, ну, буду откровенен, примерно с 10 утра до 7 вечера жарко. Вот спасают только, ну, особенно работать вообще днем очень тяжело, спасают вот такие шляпы с защитой шеи. В машинах только с кондиционером. Машины прогреваются просто как сковородка. В целом погода как сковородка. Потому что в отличие от того, с чем я сталкивался в России, в Крыму летом, здесь жара и солнце печет просто целый день. То есть не днем парочку часов, а реально весь день. И встает оно рано, то есть где-то в 6 утра, в 6:30. Садится поздно, то есть закат примерно в 8:20 сейчас. И вот представьте, весь день оно очень-очень-очень горячее. То есть оно прям печет. Не просто солнце, а ебашилово, грубо говоря, как говорится. Так что реально очень тяжело. Вот такая погода практически весь август. Наверное, в совокупности 1,5 недели, может быть, максимум 2. Не, наверное, неделю-1,5. В совокупности, если дни посчитать, были облачка, благодаря которым солнце не так пекло. Пасмурно, дождей вообще не было ни разу. И вот в эти облачка погода здесь была, если в Цельсиях, в привычных вам, не 42, а 37. То есть 37 это считается, вау, прохладненько, живем. Возможно, дома даже можно будет не включать кондиционер, а спасаться только вентиляторами. В остальные дни погода 40+, и это очень тяжело. Без прохладного ветра с океана, то есть в самую жару мы с Полиной ездили в Сан-Фран. Там прохладно, хорошо. С Тихого океана дует прохладный ветер. Хорошо. Но сюда этот ветер не додувает, и здесь просто сковородка. Конец ноября 2023-го. Я думаю, что сегодня один из последних дней, когда я работаю на ранчо. Потому что что? Потому что я уже получил CDL и вот-вот пойду работать на трак. Прикольно, получается, я здесь практически год отработал. И сегодня делаю чистку деревьев, очищаю ветки, которые на такой высоте, на которой человек на лошади едет, потому что здесь трейл проходит вдоль участка моих заказчиков. И вот я со стремянкой, с чик-чик-чик-тулом обрезаю ветки, удаляю ветки. Ну так, можно сказать, что не цемент таскаю, ничего тяжелого, но тем не менее вот так с утра работаешь час за часом на лесенку, чик-чик, спускаешься с лесенки, поднимаешь это все, собираешь в тележку, увозишь в burning pile, там где, не знаю пока как переводится, просто мне сказали это слово, по сути, костровище, где устраивают посередине участка, вдали от всех деревьев, от всякой растительности, сжигают это, короче. И хочется подметить то, что вот некоторые говорят, что в Америке нет такой свободы, как в России. Типа нельзя делать все, что захочешь. Можно. Просто есть разные эрии. Есть эрии, где все очень строго. Есть эрии, где менее строго. И конкретно эта эрия, где менее строго. То есть, пожалуйста, вон, на лошадях тут гоняй по лесам, по горам. Костры жечь можно, то есть в Сакраменто нельзя. Это местечко все-таки, ну, как бы близ Сакрамента, но уже не в Сакраменто каунти. Поэтому, когда я спросил, типа, о, а вам что, здесь можно жечь костры? Они такие, да, можно. Ну, короче, вот, сжигают это все, потому что заколебешься это вывозить в Green Waste. Контейнеры-то небольшие, вывозят раз в неделю. Контейнер один. То есть тут офигеешь это все вывозить, поэтому можно сжечь. Вот такие дела, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо, потому что у меня точно все хорошо. Ребята, смотрите, за что я обожаю Калифорнию. В этом джипике сидит бабулита. Просто седая бабуля. Господи, как это прикольно. Фу.